Шыбзеку хатырску телехопшца апсу телехопшачы рыцахцует апсна хунткара хада ялхры яску айпалараку. Урт рхаку иртакдзаны кандидат шалшара рыму побрия студиячы а пресс-конференция ку рымёбкарас. Еха яхтоп апсна хунткара хадарахе кандидат Олег Аршбей, апсна хунткара хада хатыпуэраха кандидат Олег Барцицый. Здравствуйте! Свою работу продолжает пресс-центр Абхазского телевидения. У нас в гостях кандидат в президенты Олег Аршбей и кандидат в вице-президенты Олег Барциц. Мы начинаем свою работу. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемый Олег Нуриевич и Олег Мсасович. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Уважаемые журналисты, у вас есть возможность задавать вопросы, только у меня убедительная просьба вопросы свои озвучивать в микрофон. Микрофон, я думаю, вы сможете друг другу передать. Если вы позволите, я начну. Олег Нуриевич, сегодня в СМИ появилась информация о том, что в селе Мгудзурхо был обстрелян ваш предвыборный штаб. Готовы ли подтвердить вы эту информацию? Прежде чем мы начнем, позвольте вас всех поприветствовать, уважаемые журналисты, уважаемые работники студии и, конечно, наши избиратели. Действительно, есть такая информация у нас, значит, что один из наших штабов в селе Мгудзурхо подвергся сегодня ночью обстрелу неизвестными людьми. Там сегодня работают правоохранительные структуры, они устанавливают все, что там произошло. Наш штаб уже сделал заявление. Мы наблюдаем, как и штабы других кандидатов высказались по этому поводу. Конечно, мы это осуждаем, но нас это не остановит, и мы будем продолжать свою работу. Олег Нуриевич, я так понимаю, к счастью, никто не пострадал. К счастью, никто не пострадал, да, действительно. Вы не могли бы рассказать о том, как проходит ваша предвыборная кампания? И, возможно, к сегодняшнему дню уже есть какие-то предварительные результаты, которые могут вам дать картину того, какие у вас шансы на выборах президента Республики Абхазия. Мы весь этот период после регистрации проводили встречи с избирателями в городах, в районах, в селах. Мы видели большое количество людей, которые проявляли достаточно большую активность. И это вселяет в нас надежду, что у нас достаточно большое количество сторонников, и мы будем иметь успех на выборах. Спасибо большое, уважаемые журналисты. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я пока продолжу. Олег Нуриевич, у вас была сегодня возможность прийти к нам на пресс-конференцию в более расширенном составе. Мы говорим об Александре Золотинсковиче сейчас, ведь он принимает активное участие вместе с вами на встречах с избирателями. Почему вышло так, что он сегодня не пришел? Ну, во-первых, нас приглашение получили я и Олег Мсасович для начала. Второе, значит, у нас сейчас достаточно много работы, и в связи с тем инцидентом, который произошел, и Александр Золотинскович занят нашей рутинной работой. Вот, так что вот мы здесь. Да. Спасибо. Если бы вы были бы настойчивы, я попросил бы его прийти. Все, мы обязательно учтем. Спасибо большое. Олег Нуриевич, в случае, если все-таки второй тур будет, рассматривает ли ваша команда объединение с другими кандидатами? Я хотел бы, чтобы все закончилось в первом туре. Ну, в том случае, если вдруг так произойдет, рассматривает ли ваша команда объединение с другими кандидатами? Никаких предложений со стороны других штабов к нам не поступало. Мы еще об этом не говорили и не думали. Угу. Спасибо большое. Ну вот, Олег Нуриевич, давайте поговорим. Олег Мсасович, включайтесь, пожалуйста, о реформах, которые вы планируете реализовывать в случае своей победы. Вот в первые там, месяцы на что будете делать упор в работе? Да, пожалуйста. Ну, я также хочу поприветствовать всех коллег в студии и наших телезрителей, поблагодарить их за интерес к нашей пресс-конференции, к нашему эфиру. Что касается первых шагов, которые мы намерены предпринять.
в случае нашего избрания. Я сознательно не хочу говорить о каком-то большом вале всеобъемлющих масштабных реформ, о тотальной модернизации всего, поскольку нахожусь в стойком и твердом убеждении, что все эти разговоры о масштабных реформах, они, как правило, остаются разговорами. Я за такой поэтапный, шаг за шагом, точечный апгрейд, точечные улучшения во многих сферах нашей с вами жизни, во многих сферах нашей жизнедеятельности, нашего государства. Поскольку, если мы окинем мысленным взглядом вот ту сегодняшнюю действительность, выйдя за порог, за стены этой студии, мы увидим значительные проблемы практически в любой области. Есть существенное отставание и в сфере правопорядка, общественной безопасности, экономические достаточно суровые проблемы. Не слишком стабильна и наша социальная, так скажем, ситуация в стране. У нас масса проблем и масса вызовов, которые мы намереваемся решать. Если нужно перечислить что-то, наиболее чувствительные области, я вам могу, помимо тех, которые обозначил, сказать еще, добавить к этому проблемы молодежной политики, проблема молодежной среды, проблемы здравоохранения. Я, например, очень остро ощущаю вот по истечении вот нескольких недель избирательной кампании проблемы, которые стоят перед жителями наших сел. Мы объехали большое количество наших селений, деревень, и видим, что проблемы эти типичны, и их множество. Поэтому работы хватит. Все же я бы попросил, я бы хотел уточнить, вот мы все очень много говорим о том, как сейчас, да, какие сейчас есть сложности. И вы сейчас их перечислили, там, какую-то часть. Нам, как там, будущим избирателям, нашим телезрителям, интереснее все-таки понимать, каким вы видите выход из сложной ситуации. Можно прямо на примере, к счастью, у нас есть достаточно времени. Давайте попробуем на примере образования обсудить этот вопрос. Я вам скажу, какие стандарты, на мой взгляд, следует внедрять практически в управление любой сферой, любой отраслью для того, чтобы ситуация изменилась. Прежде всего, изменить серьезно настройки в области компетенций чиновников. Наше администрирование должно быть качественнее, на порядок. Выражаясь простым языком, наш чиновник должен быть не только образован, но еще и обучен, и хорошо бы, чтобы он обладал еще и опытом. Управленческим, административным. Хорошо бы, чтобы это был уже сложившийся человек. Я думаю, что вот подобный подход может серьезно улучшить качество нашего администрирования и управления, а это даст уже и мультиэффект. Что касается образования, ну раз вы поставили вопрос именно об образовании, я так понимаю, что речь идет в целом и о высшей школе, и о всей системе образования. Думаю, как вы вообще оцениваете систему образования, если... Я думаю, что проблем достаточно и в этой области. Я думаю, что нам следует внедрять более смело, более широко современные методы и форматы, которые сложились уже вот в образовательной практике в иных государствах. Я думаю, что мы могли бы внедрять и такие, допустим, новые формы, как удаленное обучение. Я думаю, что мы могли бы приглашать, наряду с нашим прекрасным преподавательским составом, весьма достойным, есть, конечно, и возможность приглашать специалистов извне с какими-то, возможно, краткосрочными курсами. Таких форматов масса, нужно только начинать действовать в этом направлении. Скажу о проблеме, которая, на мой взгляд, существенна в области нашего образования. У нас намечается, да уже даже не намечается, он заметен, существенный дисбаланс при выборе направления обучения. У нас, как правило, наши молодые люди охотно выбирают такие направления гуманитарного характера, как юриспруденция, дипломатические направления. Допустим, специалистами в области инженерных специальностей, технических специальностей у нас очень большие проблемы. Я думаю, что это издержки какого-то нашего представления о престижности той или иной профессии. И вот здесь, мне кажется, нужно действовать серьезным и решительным образом. Вот здесь государство и Министерство образования может стать регулятором для того, чтобы нивелировать вот эти вызовы и угрозы. Я думаю, что мы должны планировать,
четко понимать, какие специалисты на каком этапе нам понадобятся, и тогда наши молодые люди, отучившись, получив качественное образование, могут найти себя и в профессии здесь. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если есть вопросы. Олег Нуриевич, скажите, пожалуйста, какой у вас есть план или какие меры вы готовы предпринять для того, чтобы повысить уровень жизни населения в стране? Спасибо. Действительно очень сложный вопрос. Везде, где мы бываем, первое, с чем мы сталкиваемся, это с низким уровнем качества жизни нашего населения. Это низкие пенсии, значит, это отсутствие работы, соответственно, сложная, тяжелая жизнь. Как это все изменить? Каким образом? Конечно, начинать надо вот с самых низов. Это шаг за шагом. Первое, посмотреть, как комплектуется наш бюджет, как он собирается. Я предполагаю, что там есть масса еще работы для того, чтобы этот бюджет наполнить. Следующее, посмотреть его расходование, как это все устроено. Я думаю, что там есть к чему может приложить свои старания руководитель. Вот. И, соответственно, такое выражение степ-бай-степ, да, шаг за шагом, скрупулезно, ни на один час не оставляя, значит, эту работу, нужно добиваться этих условий. Конечно, надо посмотреть, что мы можем сделать вот в экономике. Да? Это привлечь какие-то инвестиции. Это по большей части относится к деятельности, наверное, Олега Амсасовича, он, может быть, расширит, вот, но тем не менее, посмотреть, что мы можем еще здесь, на территории Абхазии, какие виды производств наладить для того, чтобы привлечь своих граждан, значит, обеспечить работой. Посмотреть и расширить свои рынки сбыта. Вот. Для кого не секрет, что эта часть нам очень сложно дается. Значит, наша продукция не всегда находит рынок. Вот в последнее время мы сталкиваемся с такой информацией, что большое скопление меда, произведенного меда, значит, у нашего населения. И они не могут его, свой мед реализовать. Это большие деньги для кого-то, да, для тех, кто занимается производством меда, значит, создать им условия. И вот так вот, шаг за шагом, вот так я себе представляю это. Если позволите, я дополню. В принципе, достаточно очевидны те меры, те шаги, которые мы должны предпринять. Разумеется, необходимо улучшить и здесь качество администрирования в экономических областях. Для того, чтобы улучшить качество жизни наших людей, мы должны иметь бюджет, мы должны иметь на это средства, выражаясь простым языком. Любая сфера нашей жизни и деятельности требует серьезных экономических совершенствований и финансовых вливаний, за счет чего мы можем увеличить наш бюджет. Естественно, и за счет качества администрирования, и за счет борьбы с коррупцией, разумеется. Разумеется, мы должны открывать, как совершенно справедливо сказал Олег Нуриевич, множество новых производств. Я как человек, который долгое время занимался продвижением наших товаров, созданием благоприятных условий для размещения нашей продукции на внешнем рынке, прежде всего мы говорим о российском рынке, самым дружелюбным к нашим товарам, очень остро понимаю эту необходимость. Должно стать кратно больше производств в Республике Абхазия для того, чтобы наши товары в прогнозируемом, понятном объеме пришли на внешний рынок, прежде всего на российский. Но для этого тоже нужны вложения. Для того, чтобы этих производств стало больше, нужна сырьевая база, и далее нужны технические условия, технические средства. Нужно разместить эти производства, нужно начать перерабатывать эту продукцию, а затем вывозить ее, реализовывать на внешних рынках. Для этого всего нужны финансы. В артериях экономики должна циркулировать кровь, это деньги. Мы знаем с вами, что в силу, так сказать, сегодняшнего положения нашей банковской сферы предприниматели, бизнесмены зачастую не могут себе позволить просто пойти в какой-то новый проект, увеличить собственные мощности. Я с этим сталкиваюсь в своей деятельности практически постоянно.
Могу привести вам сейчас навскидку несколько примеров, когда наши небольшие бизнесмены, и без того находясь в уязвимом положении, еще и не имеют возможности получить длинные и дешевые кредиты. Для этого всего нужен иной порядок и администрирования, и компетенций, и финансовых возможностей. Поэтому, помимо всего вот этого улучшения планомерного сегодняшней ситуации, нам необходимо с вами самым серьезным образом задуматься о том, что нам нужны новые области генерации прибыли. Нужны новые серьезные инфраструктурные проекты. Без этого, к сожалению, у нас любят говорить о каком-то рывке, там, прыжке и так далее. Даже качественного шага не будет большого. Без вот этих новых областей генерации прибыли. Мы должны самым серьезным образом, вместе с правительством, с экспертами, работать над решением вот этих задач. Вкратце вот так. Если нужно, могу детализировать. Все-таки хотелось бы, пару примеров, вот наверняка они в программе предусмотрены, вот пару примеров вот этих объектов, которые бы генерировали прибыль. Я так понимаю, вы говорите о том, в контексте того, что нужны деньги там на развитие каких-то важных Безусловно. этапов. Но вот можно хотя бы 2-3 примера того, что это за генератор прибыли? Области генерации прибыли. Но это могут быть крупные инфраструктурные проекты, промышленные, производственные. В программе, Приведу- которые обозначены. Я вам приведу пример. Вы знаете, я вообще предлагаю не увлекаться программами, поскольку я видел в своей жизни очень много программ, которые у нас сейчас только 2 вот совсем недавно были приняты, и тоже, к сожалению, остались на бумаге, хотя содержат в себе достаточно серьезные такие рациональные зерна. Поэтому лучше вот будем говорить на простом, понятном языке, если вы не против, конечно, о тех шагах, которые необходимо предпринять. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду под областью генерации серьезной прибыли. Например, вот Олег Нуревич, он уроженец города Тхварчал. Нам хорошо известно, что в недавнем еще прошлом город Тхварчал — это был центр угольной промышленности нашей небольшой страны. Это угольный бассейн. Я хочу вам ответственно совершенно заявить, что в пору разработки этих месторождений активного, в пору активной разработки, это был город, который притягивал к себе людей, который притягивал к себе средства, который притягивал созидательную энергию к себе. И это имело мультиэффект. То есть создавались социального направления объекты, это порождало бизнес соответствующий и так далее. Сейчас совершенно обратная картина. Идет отток. Население уменьшается, оно уходит в те регионы, где легче заработать себе на жизнь. К сожалению, вот пример. Была хороший период, когда здесь появился потенциальный инвестор, индийская, мощная, достаточно хорошо известная в мире компания Monet Group. Она даже участвовала в тендере, даже положила на депозитарий достаточно серьезные средства, намеревалась разрабатывать этот проект, намеревалась реабилитировать наши шахты угольные. К сожалению, проект дальше не пошел. Я только, так сказать, могу догадываться вместе со всеми вами, какой эффект мы бы имели сегодня, если бы этот проект заработал. Мы бы наблюдали несколько иную картину. То же самое может происходить и в области электроэнергетики, то же самое может происходить и в области разработки наших недр, в том числе углеводородов, вокруг которых ломается столько копий и так далее. Я навскидку вам перечислил только несколько областей серьезной генерации прибыли, которую можно использовать на благо нашего общества. За счет крупных инвестиций, я так понимаю. Безусловно. Да, Можно, пожалуйста, вопрос. Газета «Республика Абхазия», Русудан Барганджи. Уважаемые кандидаты на высший пост государственный, я вот к вам обращаюсь с таким вопросом. Вы прекрасно знаете, что у нас за пределами нашей республики работает большое количество наших молодых, образованных, креативных, умных, я не знаю, как назвать, молодых людей, которые не нашли себя здесь. Они работают в городах Российской Федерации. Сможете ли вы и чем сможете заинтересовать их, чтобы они вернулись на родину и работали на благо своей страны? Давайте я начну, позвольте. Каждый год наша страна направляет на учебу в Российскую Федерацию в первую очередь, а также и в другие страны, большое количество молодых людей. Мы периодически слышим такие яркие имена наших соотечественников, которые себя проявили
в той или иной стране добились высоких результатов. Конечно, и многие возвращаются в Абхазию и находят себя здесь, создают благо, добиваются больших результатов. Я бы, наверное, с осторожностью относился к тому, чтобы говорить о том, что эти люди, они в какой-то степени не приносят пользу для Абхазии. Они там развиваются, они получают достаточно много опыта, и если мы сумеем создать такие же условия на территории Абхазии для их развития, конечно, они стали бы сюда возвращаться. Но в какой-то части мы этим и озадачены тоже, и мы обсуждали не раз, что бы мы могли предпринять и какие действия. Мы обязательно будем думать об этом. Все, что говорил сейчас до меня Олег Мсасович, создавая все эти условия, конечно, люди потянутся. Вы помните, когда еще в советский период времени Абхазия была привлекательна, сюда шли работать, тянулись не только те, кто здесь родился, но и люди из-за пределов Абхазии. К сожалению, те сложности, с которыми столкнулась Абхазия в военный период времени, послевоенный, он вызвал этот отток населения и умов в том числе. Но мы все-таки надеемся, что в Абхазии будут созданы с нашей помощью или без нас те условия для того, чтобы эти люди стали сюда возвращаться. И Абхазия была для них комфортной. Что-нибудь конкретное скажите, пожалуйста. Если позволите, я добавлю. Да. Вот вы совершенно справедливо сказали о той большой когорте наших талантливых молодых людей, которые находятся за пределами нашей страны, которые получают образование. Прежде всего, конечно, мы говорим о Российской Федерации, поскольку существует достаточно серьезный перечень программ межведомственных, межправительственных, согласно которым наши абитуриенты попадают в первоклассные российские вузы. Я вам приведу пример. В одной только Москве специалистов, медиков, работающих при этом в самых престижных, в самых классных клиниках, если можно так сказать, а это рынок очень серьезный, это рынок очень тесный, работает около 50 наших с вами соотечественников молодых. Это специалисты, которые трудятся в самых престижных, как я уже сказал, медицинских центрах. Многие из них в разговорах, в обыденной жизни выражают желание вернуться в Абхазию, участвовать здесь так сказать, в излечении людей. Не всегда это позволяет им организация нашего, так скажем, здравоохранения. И это можно говорить о любой сфере. О любой сфере. Поэтому, конечно, нам надо серьезно наращивать возможности. Нужно, я думаю, достаточно серьезный апгрейд производить нашей системы здравоохранения. Я думаю, уважаемый мною наш коллега и друг, министр Тамаз Мурминович Сахнаке, я думаю, он согласится со мной, что, конечно, нам нужно серьезно улучшить ситуацию в здравоохранении. Тех героических усилий, которые предпринимают наши медики, наши руководители отрасли, их недостаточно. И здесь тоже мы столкнемся с вами с разговором о средствах, об инвестициях, в том числе и в качество наших медицинских центров. Напомню, что, допустим, если говорить о здравоохранении, была программа замечательная по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. 114, если мне не изменяет память, ФАПов должно было появиться, которые потом, впоследствии, должны были быть связаны с системой телемедицины. То есть великолепный проект. Быстро возводимые современные пункты, которые позволяют, особенно в силу неразвитой системы нашего транспорта по республике, получать быстро первичную помощь, диагностику и так далее. Замечательный проект, я считаю, и он бы, понимаете, какой масштаб для, допустим, среднего медицинского персонала и так далее. То же самое касается медицинского. Открываются. Они открываются, но программа заключалась в том, чтобы с помощью инвестиций из Российской Федерации, государственных инвестиций, создать этот проект под ключ. Проект под ключ. И тем более на том уровне,
вот о котором я сказал. Обязательно это должна была быть программа телемедицина. То есть мы видим в некоторых странах, даже в небольших странах мы видим подобные проекты. Это все не бином Ньютона, это все можно делать, просто нужно вот озадачиться этим вопросом. На ваш вопрос, чем вы сможете привлечь молодых? Я думаю, молодых можно привлечь только собственным примером, отношением честным к делу, неучастием в коррупции, да, открытым с ними разговором, поскольку молодые люди, как правило, они все максималисты, они очень тонко чувствуют грань между правдой и фальшью. Многие из них видят, что не все ладно, не все благополучно, и, наверное, не хотят, чтобы эта система их затянула и, так сказать, использовала. Вот, собственно, нужно создать прежде всего такого рода условия. Компетентность, ответственность, честность, в том числе по отношению к себе. Я думаю, молодежь наша достаточно патриотична, она поддержала бы такой подход к делу. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Медиаклуб «Обсные-Ахя», Оксана Топагуа. Олег Мсасович, у меня к вам вопрос. На предвыборных встречах, особенно в селах, крестьяне очень часто ставят такой вопрос. Почему государство не закупает сельхозпродукцию у крестьян для последующей реализации в Российской Федерации? Вы, как торговый представитель Абхазии в России, какую работу вы вели в решении этих вопросов? И мой второй вопрос. Вы больше занимались экономической деятельностью. Как вы намерены действовать в вопросах формирования и продвижения позитивного имиджа Абхазии в мире? Спасибо. Спасибо за вопросы. Что касается закупки у населения сельхозпродукции, я вам отвечу очень просто. Вот мы какое-то время назад, приложив массу усилий, сумели договориться с Евразийским деловым союзом и открыли на самом крупном торговом кластере в Москве Food City, открыли Дом Абхазии, торговый дом Абхазии. Вот. Очень радовались этому факту, было много ожиданий от этого. Что же вышло? К сожалению, это пространство оказалось само не очень конкурентоспособно, для других стран также. Но мы столкнулись с тем, что очень мало перечня, очень мало номенклатуры товаров, которые мы можем постоянно предлагать покупателю. Крупные сети, крупные торговые марки, торговые дома, они работают на основе долгосрочного планирования. То есть, какой бы ни был качественный и вкусный твой сельхозпродукт, ты должен убедить своего контрагента, своего партнера в том, что этот продукт будет поступать вот в течение, там, условно скажем, всего года, именно вот в понятных прогнозируемых объемах. Мы, к сожалению, не можем дать этих объемов. Проблема, я уже говорил раньше, да, недостаток производства. Я постоянно к этому призываю, чтобы и правительство, и отрасль, руководители, функционеры от отрасли, и бизнес, чтобы какими-то путями создавалось как можно больше таких компаний-производителей. Но, к сожалению, в условиях, вот, о которых я сказал ранее, отсутствия финансирования и кредитов, это тяжело сделать. Поэтому продукции мало. Мы сделали такую немножко трансформацию этого торгового дома Абхазии. В свое время появилась масса недобросовестных предпринимателей, которые по всей России кочевали и в различных субъектах федерации под видом наших товаров продавали свои какие-то товары, там, суррогат. Мы прекратили их деятельность практически во всех субъектах Российской Федерации. Но жестко как бы поставив заслон на их пути, мы должны были предложить что-то взамен рынку. И мы начали сотрудничать, сделали такой проект «Региональные ярмарки». Есть такая компания, мы их проверили, это добросовестные участники рынка. Они начали представлять в том числе и нашу продукцию, аутентичную, которая произведена здесь, на территории Республики Абхазия. И знаете, с чем столкнулись? Столкнулись с тем, что мы не можем пару большегрузных автомобилей набрать в течение 3-4, а то и более недель. К сожалению, мало очень продукции производится. Наши фермерские хозяйства, наши небольшие компании производят крайне скудный перечень и крайне небольшие объемы нашего товара. Мы все равно представляем, у нас прошли выставки в основных городах субъектов Российской Федерации, главных городах, порядка уже 11 таких выставок-ярмарок. Какой-то перечень продукции мы представляем, но, к сожалению, постоянно поддерживать этот интерес нам сложно. Вот, к сожалению, этим и объясняется, так сказать, отсутствие этой закупки. Допустим, Олег Нуриевич говорил про мед. Мы ждем, когда заработает в полную меру, в полную силу это предприятие по очистке и фасовке меда. Мы столько уже выслушали
от наших селян, от наших пчеловодов. У них затоваренные огромные объемы нашей первосортной продукции медовой. Но для того, чтобы вывести это за пределы Абхазии и продать на российском рынке, необходима целая цепь мер и манипуляций с этой продукцией. То есть она должна быть очищена специальным образом, она должна быть подвергнута лабораторному анализу, помещена в тару и потом вывезена через границу. Вот предприятие пока что не работает в полную меру. Ну и чтобы закончить с закупками, конечно, еще одна причина, это то, что я уже говорил, и, к сожалению, наверное, мы будем говорить в течение вот сегодняшней пресс-конференции, это недостаточно финансовых средств, в том числе и у государства, у нашего бюджета. Наше государство не может себе позволить много различных полезных программ. Я уверен, что и руководители, и наши сегодняшние чиновники все прекрасно понимают необходимость тех или иных действий, но просто на это нет средств. Что касается продвижения позитивного образа Абхазии на внешнем контуре, я, как и Олег Нуревич, прекрасно понимаем цену важности этого вопроса. Мы вот посещали не только российские города и не только мероприятия в России, в Москве, но и дальние страны. Например, мы были с Олегом Нуревичем в Венесуэле на крупнейшем панамериканском мероприятии, когда там порядка 30 стран приехало. И мы там представляли и нашу культуру, и нашу кухню, и наши сельскохозяйственные продукты и так далее. Прекрасные наши танцоры, певица Хибла Мукба прекрасно выступала. Мы проявили тем самым такой вот пример, так сказать, действия мягкой силы, если хотите, которая, мы с вами знаем, зачастую бывает очень даже не мягкой, а очень действенной. И я всегда это говорю, что часто превосходит усилия и чиновников, и дипломатов. Так бывает. Это очень важное направление работы, и мы должны этому уделять большое внимание. Мы делаем такие проекты, мы в Москве много делаем. Я хочу сказать, что Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия, который контролирует строительство, вернее, реставрацию нашего национального павильона на ВДНХ, проводил мероприятия даже с нашими небольшими возможностями, на которые приходили там тысячи людей. Вот порядка до 50 тысяч человек посетило наши мероприятия в таком знаковом месте, где много очень людей проходят и пытаются узнать о новых странах. Вот Абхазия в том числе. Разумеется, это очень важно. Я считаю, что мы должны делать и более амбициозные проекты. Мы должны открывать себя миру, должны заставить мир узнать о себе. Мы должны быть в хорошем смысле, если хотите, агрессивными в этом направлении. Вот заговорили раз уж про Венесуэлу, расскажу про соглашение с компанией Телесур, медиахолдинг, который вещает порядка там на 27-28 стран мира. Мы с ними 1,5 года добивались заключения вы соглашения. говорите, вы имеете в виду кого? Я имею в виду Международный культурно-деловой центр, посольство, Это например. не на государственном уровне заключено? На государственном, конечно. Разумеется, на государственном. Мы заключили с Телесуром договоренности о том, что наши новости, наши ролики, наша культура будет представлена на медийном пространстве почти 30 стран. Ну, скажите, это разве не продвижение наших интересов? Конечно, продвижение. Надо просто выдерживать эти стандарты. Пока что еще ничего, к сожалению, не сделано в этом направлении. А это роскошная возможность. Вы как журналисты, как телевизионщики, тем более понимаете, насколько это важно и действенно. Вот подобные примеры и должны, так сказать, быть в том числе у нас в планах. Потому что мы обязаны, я еще раз подчеркиваю, открыться миру, открыть для себя этот мир. Абхазия не может изолированной быть и должна приобретать друзей и партнеров. Если позволите, уточняющий вопрос. Олег Мсасович, вы долгое время проработали торговым представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. Я так понимаю, что это представительство при президенте Республики Абхазия? Не Нет? совсем так. Это номенклатура Кабинета министров. Ну, при правительстве Да. Республики Абхазия. Как вы оцениваете свою работу за эти годы в должности торгового представителя Республики Абхазия? И насколько вы считаете, достаточно эта сфера финансировалась? Ну, знаете, я точно жаловаться не буду на недостаток финансирования, просто понимаю все трудности, которые, опять же, в силу нашего не очень большого бюджета у нас бывают. О себе говорить сложно, о своей деятельности. Я скажу о своем коллективе. И о торговом представительстве, и о Международном культурно-деловом центре Республики Абхазия, который я как председатель попечительского совета возглавляю.
Замечательный коллектив, и я думаю, лучше Олег Нуриевич скажет, он хорошо знаком с нашей работой, часто оказывал нам поддержку и помощь. Я считаю, что мы достойно представляли за этот период нашу страну на внешнем контуре, работали, так сказать, с полной отдачей, и тому есть подтверждение, свидетельство на крупных форумах, на крупных выставках. Есть масса наград, есть признание, есть особое какое-то отношение уже к нам, если хотите. Я думаю, в этом есть, конечно, частичка нашего труда. Вот. Ну, что касается, конечно, там, еще раз вернусь к финансированию, конечно, всегда не хватает финансирования. Вот, Ну, но, участие в конференциях, ярмарках — это все финансирование правительства, я так понимаю. разумеется, правительство оказывало и оказывает поддержку. И я считаю, что это абсолютно правильный путь. Это популяризирует нашу страну, это стимулирует производство, деловую активность наших людей. Надо продолжать, а хотелось бы даже усиливать эту деятельность. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если есть вопросы, задавайте. Да, Прежде чем конечно. задать эти вопросы, руководство МИДа, в котором я еще до недавнего времени состоял, высоко оценивало всегда деятельность Олега Мсасовича и его коллег, а также, значит, наше правительство выражало ему свою благодарность, и он поощрялся, и его коллеги в том числе. Вот, так что он всегда, их деятельность была на высоком счету. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Налочкин Дюреев, Хабсу Делехопшра. Олег Нуриев, Апснахадас Фялархар, Рабхет Пиш интервью, Псы Филом Абзраги Урус Пыс Фялаяфту. Табу Пазара Хсептез, Сасапсоп, Салархвазер Хадас Псно, Рабхет Псы Филоп Сазлачафи, Воскуяна Гуцера. Я гептоп говорю. Ну, да, уточняющий вопрос. И первое интервью будет абхазскому телевидению. Конечно. Ну, всё. Нет, ну тут давайте так подумаем. Кто успеет? Да. Хорошо. Ну, я успел раньше всех, видите? Нет, кстати, он обучался в МИДе и под моим участием в том числе. Да. Поэтому, значит, какие-то, видимо, навыки Саид приобрел. Да. У меня вопрос о внутренней политике. Вот как планируете объединить страну, которую все пытаются расколоть? Вот Еще раз, объединить страну. страну, да. Вы имеете в виду, ну, страна, Народ. Да. народ. Я вам честно признаюсь, несколько дней назад вот такой вопрос был задан. Я не сказал бы, что народ расколот. Иногда я слышу вот такие заявления, вот прям трагичные. Множество тому примеров, когда мы наблюдаем обратное. Другое дело, что отдельные политики пытаются использовать этот термин в своих интересах. И это очень печально. Я приведу пример. Представители моей фамилии сегодня находятся в различных штабах, у них различные политические взгляды, и не всегда поддерживают меня, хотя у нас одна фамилия. Но это не значит, что наша фамилия там раскололась и превратилась там во что-то еще. Вот я думаю, что и так повсеместно. Нужно, наверное, оставить эту тему. Значит, скорее всего, нужно постараться развивать политическую культуру нашего населения, нашего народа. И я думаю, тогда мы справимся. И потом время. Это высокий образовательный уровень, высокие жизненные стандарты, они уйдут, эти проблемы, они уйдут в историю, их не будет, я в этом уверен. Я вижу, журналист медиаклуба «Эхя» сразу взял микрофон в руки, пожалуйста. Да, пожалуйста. Олег Нуриевич, у меня к вам вопрос. Да. Вы не оппозиционер, как я понимаю. Как вы можете представить свою позицию по отношению к нынешней власти? И дайте, пожалуйста, оценку работы команды Хаджимба. Меня спрашивали, ты там в оппозиции или не в оппозиции. Нет, я никогда не состоял в оппозиции. Более того, на прямой вопрос одного из моих
ни коллег, ни товарищей, значит, ну, добрых знакомых. Вот мы, когда стояли возле здания правительства, значит, сжав там, вот, там кулаки и так далее, значит, выражали свою позицию по тому или иному вопросу, где ты был. Мы тебя не видели в своих рядах. Я напряг память, я ответил, я говорю, я в этот день находился далеко за пределами страны и вел переговоры с руководством той страны, где я находился, точнее, с главой государства. Вот, и я привез в свою страну результаты этих переговоров. Вот, я всегда служил в своей стране. Служил честно и правильно. И я думаю, значит, мой жизненный путь тому подтверждение. Это первое. Второе, значит, как я оцениваю деятельность действующего правительства. Я могу сказать, что, ну, во-первых, начну с того, что с действующим президентом у нас мы достаточно давно знакомы, еще со времен учебы в университете. Мы вместе строили Нижнекамский шинный завод студентами. Это было такое, когда абхазских студентов послали строительные отряды. Мы сражались на одном фронте, служили вместе. Я даже какое-то время был заместителем председателя, когда службу госбезопасности возглавлял Хаджимба. Вот. Но в настоящее время, значит, у нас сложились разные политические взгляды. Вот. Я полагаю, что наша страна и подошла к определенной черте, когда нужен новый импульс развития. Я полагаю, что я и мои единомышленники, мы способны, готовы придать импульс развития нашей стране. Спасибо. Журналист медиаклуба «Апснехя» хочет задать еще один Да, вопрос. пожалуйста. Я не могу вас не спросить, Конечно. Олег Нуриевич, как вы оцениваете майские события 2014 года? Отрицательно. Ужасно. Это была рана не только на теле моей страны, и в моем сердце тоже. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Да, вот я вижу вопрос. Пожалуйста. Гугут Савардани, Абхазское телевидение. Галский район и его жители. Олег Нуриевич, как вы оцениваете те процессы, которые происходят там сейчас, в частности, выдача вида на жительство, и какие планы в этом направлении? Я не могу сейчас сказать, что происходит, в каком объеме, какое количество людей уже, значит, какому количеству людей выданы эти документы. Вот, на мой взгляд, все там гораздо сложнее, как нам представляется. Этот процесс политизирован. Вот, я слышу недовольство жителей. Я в своем далеком детстве был связан с этим районом. Значит, у нас там много знакомых и родственников там проживает. Мы периодически получаем различную информацию. Я после войны длительное время служил в Гальском районе, свыше 10 лет. За это время мы приобрели достаточно большое количество друзей, товарищей. И, конечно, они нам сообщают все то, что там происходит. Это нас не может печалить. Вот, и мы как раз-таки и собираемся разобраться во всех этих процессах. И если есть какие-то нарушения, значит, их исправить. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые журналисты. Если вопросов нет, я продолжу. Олег Нуриевич, вообще последние 5 лет они были достаточно накалены в политическом смысле. Представители оппозиции не раз выходили на улицы. В случае своей победы, в случае избрания президентом Республики Абхазия, каким вы видите взаимодействие власти и оппозиции? И вообще, как вы оцениваете, вот вдогонку к вопросу коллеги, сегодня такой способ решения сегодня вопроса? все участвуют в избирательной кампании, значит, все участвуют в выборах. И понятное дело, что кто-то будет избран, а кто-то нет. Я желаю вновь избранному руководству страны наладить таким образом взаимоотношения, значит, со своими оппонентами, с коллегами, чтобы не было такого жесткого противостояния, которое мы наблюдали все эти годы.
Вот. Если избиратели отдадут предпочтение нам, то я предполагаю, значит, что мы обязательно должны наладить эти взаимоотношения, о которых я только что говорил, чувствовать требования, значит, вот своих оппонентов, понимать, значит, чем они озабочены, потому что ведь эта озабоченность, она появляется не на ровном месте, то есть, значит, есть питательная среда для этой озабоченности. Ну, пожалуй, наверное, все. Спасибо большое, коллеги. Вопросы? Олег Нуриевич, очень много разговоров про коррупцию, про борьбу с коррупцией в предвыборных выступлениях. Вот в случае вашего избрания появятся ли уголовные дела, связанные с уголовные дела за коррупцию? Спасибо. Ну, первое, о чем я хотел бы сказать, что коррупция — явление, которое разрушает и подтачивает и разрушает в целом государство, подрывает ее устои и угрожает ее безопасности. Мы знаем и в истории целый ряд государств из-за коррупции, которые были разрушены и прекратили свое существование. Это история. Мы, прежде чем идти, значит, зарегистрироваться, мы подали тому пример, показали то, чем мы владеем вот в настоящее время. За период нашей работы, предполагаемой в качестве президента и вот Олега Мсасовича вице-президента, у наших избирателей появится возможность посмотреть, что мы заработали за этот период времени. И мы точно так же будем требовать от всех наших коллег вот точного, такого точного же исполнения своих обязанностей. Президент не возбуждает уголовные дела, он не прокурор, но президент должен создать эти условия для того, чтобы была нетерпимость в обществе. Вот. И, конечно, значит, уголовные дела по фактам коррупции мы никого не будем прикрывать, это точно. У меня, да, пожалуйста. Я хотел бы добавить вот что. Я думаю, что коррупция в такой небольшой по численности населения стране, как Абхазия, к тому же еще пронизанной родственными, дружескими, человеческими связями, она носит особенный специфический характер. Есть особенность вот именно нашего с вами положения дел в этой отрасли, в этой области, в коррупции. Я считаю, что вот такая страна, как наша, она точно не может себе позволить такой роскоши. Неоднократно это говорил и говорю еще. Коррупция существует в разных странах. Но вот в нашей стране с такой уязвимой экономикой, с такими не слишком высокими стандартами жизни, с не очень мощным бюджетом, она действительно является угрозой национальной безопасности. А специфика еще и в том, что коррупционер, чиновник, будь то это служащий и так далее, он, забирая эту мзду, подписывая какие-то откаты и так далее, он, по сути, обкрадывает очень близких себе людей. Он вынуждает их к лишениям своих родственников, двоюродных, троюродных, друзей, детей своих друзей и так далее. Поэтому здесь важно еще, помимо тех жестких мер, на которые, естественно, имеет монополию государственная машина принуждения, нужно еще все-таки, мне кажется, и участие общества, то есть сделать так, чтобы эти люди все-таки чувствовали себя очень некомфортно. А у нас такая страна, где все тайное становится через неделю явным. На телевидении, может, приводить будете? Покажем. Надо посмотреть, какие новые форматы существуют. Но я думаю, вы уловили мою мысль, да, о чем я говорю. Когда общество и государство объединят свои усилия, хотя бы просто не в неприятии тех или иных процессов, вот тогда можно ждать каких-то результатов и подвижек. Олег Мсасович, позвольте, у меня следующий вопрос тоже к вам. В том случае, если победу на выборах одержит другая команда, вы продолжите политическую карьеру внутри Абхазии или вернетесь в Москву? Сложно загадывать, надо посмотреть, какова будет ситуация политическая, какие именно силы придут к власти. Я хочу сказать сразу, что у нас нет предубеждения против кого-либо.
И мы готовы сотрудничать со здравыми политическими силами в Абхазии. Выиграем мы выборы, это останется нашим принципом, либо проиграем и так далее. Если ты можешь приносить пользу, то будь добр, приноси пользу своей стране. Спасибо. Уважаемые коллеги, если есть вопросы. Олег Нуриевич, я бы хотел немного поговорить о внешней политике, учитывая, что вы долгое время как раз работали именно в этом направлении. Как вы оцениваете внешнеполитическую деятельность нашего государства, ну, в частности, Министерства иностранных дел? И, может быть, вы видите новую площадку, которая могла бы заменить женевские дискуссии? Я в большей степени себя считаю военным человеком и потом дипломатом. Военный дипломат. Но служба Министерства иностранных дел, она мне тоже очень нравилась. Ну, отвечая на ваш вопрос, Саид, это в настоящее время вот этот формат женевских дискуссий пока вот единственная площадка, в которой участвует наша страна, участвует на равных правах с всеми теми участниками, которые там представлены. Вот, и пока у нас ничего другого нет. Насколько формат женевских дискуссий, он эффективен, да, но там есть и большой позитив. Ну, в первую очередь, это то, что у нас равные права со всеми остальными участниками. Это вот очень сложно найти такие площадки, где мы были бы в одинаковых правах, допустим, как и с Российской Федерацией, да, значит, и с нашими оппонентами из Грузии, а также, значит, с другими игроками, вот, политическими тяжеловесами. Вот. Если возникнет такая необходимость и будет предложена новая площадка, но тоже надо посмотреть, насколько для нас это будет полезным. Вот. Но, во всяком случае, мы никогда не отказывались от общения, от работы, вот, если это принесет пользу нашей стране. Олег Нуриевич, можно поговорить о вашей команде, с которой вы вот как раз и участвуете в предвыборной кампании. Можете назвать ключевые личности? Вот Олег Мсасович, Александр Золотинскович. Кто еще? И, может быть, в каких должностях мы сможем увидеть этих людей в случае вашей победы на выборах? Ну, нашу команду вы вот видите, нас двоих здесь, меня и Олега Мсасовича. Мы уже достаточно много говорили об Александре Анкваб, какую он роль играет в нашей команде. И наш предвыборный штаб возглавляет Лакербай Леонид Иванович. Вот пока это те лица, которых я могу вам которых огласить, там, назвать. Вот все остальные, кто вовлекается, значит, в нашу работу и в последующем случае нашей победы будет представлять нашу команду, вы узнаете позже, коллеги. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Во всем должна быть какая-то интрига. Да. Спасибо. Да, если есть вопрос. А нефть отпечала Чаверстахан, вот Шгуанагара. И шарта зами, нефть ацхра. Нефть пшана. И шарта зерги холод. Яхто, и шапного, а у саду ворор. Ера нас опасаться, значит, вот этой работы я считаю, что неправильно. Конечно, нужно, во-первых, посмотреть опыт других стран. Вот буквально здесь недалеко. Давайте посмотрим азербайджанский опыт. Как они добывают эту нефть. Посмотрите, какую пользу для Азербайджана принесла разработка этой нефти и ее реализация. Посмотрите на Черноморском бассейне, да, какое количество стран эту нефть добывают. Это Румыния, Болгария, Украина, Россия, значит, и еще какие-то отдельные страны. Так, что за ахтарами? Мошкозна, нас Алшара Хамам Хамид Шокам Игим Нас Ахи Хаптоп.
Понимаете, значит, хуя харходзом. Давайте, значит, шазахца, побритахца, пава, адах гала побриднас, алшара змо, дыра змо, пыша змо, нас мушкызна хала гарами бля азара. Ера шаху пшидас, творчалпи, франза легмсаси пион, радша хюцер хоз. Зака цхарара абснаянатаз. Акалак пахаргулит, нас ава, нас цара рцет, гиднас, дайз харакалит. Яхя нас яра нефтки обрезать цхарара, инткаряна тозер. Сбяна год. Убриги хашталароб, убриги авада хакалароб, убриги пышезма. Если есть вопросы, пожалуйста. Можно продолжение вопроса? Да? Олег Нуриевич, скажите, пожалуйста, а вы такого же мнения были до того, вот об этом вопросе добычи нефти в Абхазии? До того вы тоже были такого же мнения, вот, прежде чем включиться в предвыборную кампанию? Или у вас изменились политические взгляды после того, как вы... Нет, я не занимался экономикой, это не было в сфере моих интересов. Вот, но я всегда полагал, что нужно заниматься правительству тем, что может принести пользу народу. Я в несколько других отраслях, я там был военный, если вы помните, да, и занимался безопасностью государства, и в МИДе, когда, значит, служил. Я не занимался экономикой, но я считаю, что все то, что может принести пользу нашей стране, нашей экономике, может повысить благосостояние нашего народа, обязательно этим надо заниматься. Это будем мы, или это другие будут, значит, или последующие поколения. Конечно, нужно заниматься. Но вот, Русудан, уважаемый, я считаю, что когда-то мы должны стать самостоятельными. Мы не можем быть все время на чем-то попечении. Понимаете, значит, вот. Это та страна, которая сегодня нас обеспечивает нашу безопасность, взяла на себя наше экономическое возрождение, продвигает наши интересы на международной арене. Это не может быть бесконечно. Когда-то мы должны стать самостоятельными. Вот. Если вот та же нефть, скажем, да, тот же уголь, эти энергоресурсы, они принесут нашей стране и создадут ее, вот, доведут уровень ее вот до такого, чтобы она стала самостоятельной, обязательно нужно это делать. Но это нужно делать качественно и так, чтобы наш народ был уверен в том, что это им не навредит. Если позволите, я добавлю. Мое глубокое убеждение состоит в том, что если в Абхазии, неважно, на шельфе, на материковой части, существуют объемы залежей углеводородов в промышленных масштабах, то нам всем необходимо а. разведать это достоверно и б. добыть. Но при одном но. Это все должно происходить под очень тщательным, если хотите, жестким контролем государства и общества. И тут я отвергаю всяческие домыслы о том, что мы не способны, мы не можем обеспечить нужного контроля. Скажите, пожалуйста, если мы завтра найдем алмазные копии, либо залежи золота, мы не будем разрабатывать из-за того, что мы сомневаемся в своей способности это справедливо распределить? Абсолютно непонятная логика. Я думаю, здесь есть известная доля лукавства. Причем аргументация самых значит, принципиальных критиков этого, принципиальных даже, наверное, не слишком правильное слово здесь, она достаточно широкий разброс имеет. Сначала говорили об экологических проблемах, которые якобы это несет. Скажите, пожалуйста, а вот те гигантские полигоны, это я так вежливо их называю, а по сути варварские свалки в каждом районе, которые уже загрязнили нашу почву, воду и воздух, это не угроза экологии? Это то, что уже сегодня и вчера происходит. Вот что несет прямую угрозу. Там почему-то этих активистов не видать. Очевидно, потому что это не такая вот тема, которая может привлечь большое количество людей, не будучи специалистами. А вот то, что касается углеводородов, необходимо добыть эту абхазскую часть прибыли, положить строго в бюджет, а не в карман некоторых чиновников или олигархов, бизнесменов. Совершенно это нам не нужно и не интересно. Я думаю, и общество само отторгнет такую возможность и не позволит этому произойти.
А эти средства — это то как раз, что может обеспечить нам серьезное продвижение в качестве жизни, в стандартах жизни. Это, если хотите, наш инвестиционный фонд в будущее поколение и в улучшение качества жизни сегодняшних поколений. Поэтому не нужны никакие страшилки, не нужно рассказывать про то, что это ничего не даст государству. Если мы решим справедливо распределить эти средства, я уверен, что и власть, и общество способны обеспечить такой контроль и такой результат. Вот это мое убеждение. Спасибо большое. У нас осталось буквально 18 секунд. Олег Нурич, завершающий вопрос. Вы придете на дебаты, которые состоятся 23 августа в прямом эфире Абхазского телевидения, на дебаты кандидатов в президенты? Да, мы рассматриваем это. Да. Спасибо большое, уважаемые коллеги, уважаемые кандидаты, дорогие телезрители. Ровно 60 минут с вами был на связи пресс-центр Абхазского телевидения. Я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат в президенты Республики Абхазия Олег Ашба и кандидат в вице-президенты Республики Абхазия Олег Барцец. Мы на этом с вами прощаемся. До встречи. Спасибо, девушка.